Уважаемые друзья, праздник продолжается, праздник спорта, праздник телеканала КТРК Спорт. Сегодня у нас четырехлетие нашего телеканала, первого спортивного канала в Кыргызстане. Ну и постепенно мы уже переходим к другому нашему гостю. Второй блок нашей передачи подходит. И, конечно же, до этого у нас был представитель бокса, наш семикратный чемпион мира Орзбек Апулетович Назаров. А сейчас мы добавляем ноги. Почему? Потому что в гостях у нас Авазбек Аманбеков, чемпион мира по кикбоксингу, по ушу саньда и многим другим видам спорта, где нужны не только руки, но и ноги. Приветствую вас. Как дела у тебя для начала? И сразу же вообще хочется спросить, чтобы не терять время, потому что очень мало времени, что для тебя вообще означает КТРК Спорт и сотрудничество вашей федерации, лично твое тоже, потому что про тебя немало передач тоже было снято нашим каналом. Ну, спасибо, дела очень хорошо, все продвигается, в принципе, успешно, скажем, и по спорту, и в жизни, и везде грех жаловаться, алхамдулилля. А по поводу КТРК Спорт это, скажем, сильный инструмент, ну не инструмент, а именно одно из тех, скажем, телеканалов, которые благодаря которым про нас узнают, про наш кыргызский спорт, про спортсменов из Кыргызстана, про кыргызстанский спорт, неважно какой вид спорта, но про каждый вид спорта именно благодаря этому КТРК Спорт узнают люди не только в городе, но и по всей республике. Приятно очень то, что есть такой телеканал у нас в стране, свой, родной, и который вещает именно вот такие наши, делится, скажем, нашими успехами. Благодаря вот именно КТРК Спорт о нас узнают и нас видят. То есть были такие моменты, да, когда, то есть ты ведь до открытия телеканала уже на самом деле представлял из себя очень хорошего спортсмена, но были, да, такие люди, которые подходили и говорили, вот бессильный гордык КТРК Спорт, Да, такие были, не да? раз, да, байкен, телевизорным кругом маленькие пацаны подходят, да, говорят, агай, у меня свои ученики подходят на тренировку, агай, говорит, мы вас вчера видели по КТРК Спорт, да, то есть вот в Арене мы выступали, проект первый, Адвель Джусбаконов, который чемпион, назывался проект, да, в нем я снимался тоже. И видят все, и говорят, подходят, в принципе, именно это КТРК Спорт, один из тех каналов, в которых я часто бываю, да. Ну, вот лично для меня вот, ассоциация с тобой возникает Ашхабад. 2017 год, да, когда ты стал чемпионом азиатских игр в закрытых помещениях, когда вы с Алексеем Федосеевым стали. Да. То есть тогда он как бы занял второе место, но потом поняли, что у соперника допинг, выявили пробу Б и, соответственно, Люшу сделали первым, то есть, как и полагается. Так бы вдвоем триумфально уже ушли. Я помню, когда ты выходил с арены, тебя вели на допинг-пробы как раз Да, таки. да. Были ли какие-то вот опасения? То есть ты же понимаешь, что сейчас какая-то идет политика в некоторых моментах, что могут там как-то, не знаю, подставить, подменить, что-то там придумать. Нет, не было такого, потому что я за себя был уверен, а то, что они подменили, ну, ВАДА, это, мне кажется, такая серьезная организация, которая не должна, по сути, заниматься такими вот нехорошими делами, скажем, да. Просто я почему задаю, потому что тогда ведь туркменские спортсмены явно заняли больше всех медалей. Я замечал, что немножко так подталкивает, подтягивает. Наверное, не знаю, но у меня не было такого, потому что, не знаю, не было такого, поэтому я ожидал, да, и за себя был я уверен, то, что ВАДА, ну, вот этот контроль, он ничего не выявит, и, в принципе, моя медаль золотая, она у меня и останется, да, то есть и никуда не уйдет, и ничего не найдут, то есть не было никакого опасения. Все Нормально чисто, все было. хорошо. Да, все отлично было. Да, потому что я помню, когда интервью хотели взять у тебя, ты сказал, сейчас я сдам. Да, но потому что после этого. там вот такие требования. Ты даже не можешь сходить, переодеться, да, то есть ты вот с ринга вышел, сразу ты должен идти именно туда и сидеть пока. Даже если тебе там, ты не готов, они готовы ждать тебя там сутки. Такие правила, то есть ты никуда не должен уходить, рядом сидеть, при них же ты все должен сидеть. И На виду, в общем. На виду, да, они вот за тобой следят и постоянно рядом, пока ты не сдашь этот тест. Хорошо. Что у тебя сейчас происходит в данный момент? Какие у тебя новости? Новости. Этот год для нас, для кикбоксинга в целом был очень успешный, потому что мы поучаствовали в 2 чемпионатах мира, по 2 разделам. Первый прошел вот в конце октября месяца в Боснии и Герцеговине. Там наша сборная привезла 2 медали, 1 золото и 1 бронза.
Золото я выиграл, стал чемпионом, да. И через Поздравляю. месяц, спасибо, через месяц мы поехали снова на чемпионат мира в Турцию, в Анталию. Там я выступал в другом разделе уже, full контакт. А первый раздел был лоу-кик, оба на ринге. И отсюда тоже, с Анталии тоже мы привезли 2 медали, одну бронзу и одно золото. Ты. Да, золото снова я Честно. выиграл, да, у меня вот такой вот насыщенный для меня год. Ты как лепрекон собираешь успешный. золото, да? Ну, наверное. Дай бог, чтобы так и да. было. Спасибо. Хорошо, а вот где тебе более вольготнее себя ощущать? В лоу-кик или в фулл-контакте все-таки? В лоу-кике, скорее всего. Лоу-кике. В лоу-кике, скорее всего, да, потому что я изначально, ну, кикбоксинг для нас, кыргызов, это вот именно классический тот вариант именно лоу-кик. Потому что наши вот братья, которые старшие, да, старше нас, они вот именно раньше выступали в лоу-кике, и вот это вот мы знаем как кикбоксинга. Но потом я перешел, и мы начали узнавать то, что есть разделы другие, фулл-контакт и другой. Ну, ничего, в принципе, можно подстроиться под каждый и подготовиться, можно выигрывать и там. Хорошо, вот смотри, я лично комментировал твои бои здесь, в Бишкеке, бой твой, когда ты выступал на... K1 Pro Max. Да, K1 Pro Max, как раз таки ты выступал, и там заметил, что ты набрал еще мышечную массу очень, такую Да, отменную по сравнению с тем, что у тебя было 2 года назад, к примеру. И вот уже начало мне складываться ощущение, то, что ну, в кикбоксинге как-то уже у тебя получается все, и добился много чего, и как бы сейчас такое веяние происходит, что многие переходят в смешанные единоборства. Вот у тебя, вот даже Алексей Федосеев провел свой первый бой в ММА, а у тебя конкретно есть такие планы или Нет, у цели? меня таких намерений, целей нету, планов именно перейти в ММА. Но мне хочется выступать по кикбоксингу среди профессионалов. Есть тоже, проводятся бои, есть большие организации, в которых проводятся бои именно по K1. То есть K1 тоже один из разделов кикбоксинга. Хотелось бы там тоже повыступать. Ну, посмотрим, туда тоже нужно выйти, как получится. Сейчас вот такие планы. Сейчас в любителях я уже выполнил все планы, то есть я на пике, да, уже скажем. Все, что можно было выиграть, я выиграл. И теперь хочется чего-то нового. Вот я почему и Да, спрашиваю, что да, есть. чего-то нового. Но это новое я бы хотел видеть именно профессиональный кикбоксинг, да. В ММА предлагают, а вас, говорит, тебе пора уже выходить уже на ММА, давай, у тебя руки, ноги работают, в принципе, чуть-чуть побороться научишься и можно выступать. Но у меня нету, вот здесь вот нету вот желания, чтобы я вот перешел. Если бы было, возможно, я бы выступал, наверное, но хочется больше выступать именно по кикбоксингу, продолжать именно в профессионалах. Хорошая идея. Посмотрим. Посмотрим, как Ну, дай получится. бог, чтобы ты там Спасибо, тоже да. себя Я стал там надеюсь, да, выше надеюсь. там замбигисов всяких как бы намного. Конечно, почему бы и нет, да, можно, в принципе, они тоже такие же люди, как и мы, да, только нужно чуть перестроиться и выступать дальше. К сожалению, у меня вес такой легкий, вот легкие веса, они почему-то меньше боев, оказывается, среди профессионалов, но есть они, все же есть. Надо- Тенденция сейчас меняется, ведь сейчас уже потихонечку вот Да, легкие, потихоньку средние веса идет. уже начинают. Да, да, ну, будем, посмотрим, будем надеяться, что получится. Мгм. А вот немножко нотку юмора добавлю. Ты знаешь, что такое дацик ведь? Как? Дацик. Дацик? Это да, который, человек, который K1 занимался давно-давно, потом был в местах лишения свободы, вышел недавно с одним блогером ММА Тарасовым. И сейчас он готовится, я к чему задаю, он сам по K1 выступал тоже, кроме ММА, и он готовится к бою с легендарным Жеромом Лебанером, 47-летним. Хоть и легенда, ну 47 уже, конечно, Жерому, но вот с ним вот как бы бой вообще, как ты вообще оцениваешь, ну вот такой вот человек, тем более он такой плотненький дацик, соответственно, и вот против легенды, то есть даже тебе 47 лет, ты был легендой K1, вообще, каково это там А я вот про справляться? Дацика не знаю, оказывается, у него какой возраст? Вот пониже намного, да? где-то меньше 40, под 40 примерно его. Какой бой будет именно, вы имеете в виду, да? Да, то есть вообще, как бы ты оценил такие бои? Это ради хайпа идет, ради вот этого всего, или Да, ради заработка? Или зачем вообще Это, такие бои наверное, нужны вообще? Каждый человек индивидуально, наверное, подходит, да, может у них свои определенные цели. Может кто-то для заработка выступает, да, в таких боях обычно, а кто-то для хайпа. Сейчас вот именно вот этот вопрос, он сильно распространенный, все хотят Емельяненко, хайпануть. Кокляев да. тоже там ради этого все, ну, Да, клоунада ради многие чего-то говорят. такого. Я бы не стал, я бы не пошел на такой шаг именно ради таких целей, да? Ради хайпа, либо же ради денег, либо же ради чего-то еще. Деньги можно заработать и в других, там можно отраслях. Профессионально да, заработать да. можно, да. А так выступать именно ради таких. Цель должна быть для меня, вот, допустим, защищать честь своей страны. Вот цель. У меня вот всегда, вот сколько я в спорте, у меня вот поднимать в наш флаг,
я хочу, чтобы звучал наш гимн, и хочу, чтобы о нас говорили, вот, допустим, мой соперник приедет к себе домой, он не будет говорить, то, что я вот дрался с Авазбеком, Ага. он скажет, я дрался с кыргызом. Кыргызом. То есть, да, именно вот это у меня цель, да, то есть популяризация именно Кыргызстана, вывести на общественность мировую. А вот такие цели, я не знаю, я не понимаю таких целей, если честно. Я бы не пошел на такой шаг ради денег, ради хайпа или ради еще чего-то такого материального. Мгм. Отлично, кстати, на самом деле, это качество хорошее. Вот кем ты себя видишь в будущем? Хорошо, ты, дай бог, в Киеве станешь легендой, там всех побьешь, выиграешь, наш флаг поднимется, все запомнят и Авазбек Аманбеков, и кыргызстанец, то есть будет говорить кыргыз. Но вот ты закончишь, что это будет? Тренерская деятельность? Ты уже ведь сейчас начинаешь это, либо же ты вот, ну, может быть, в медиа уйдешь, будешь там комментировать бои, не знаю, Да, что-то такое. возможно, да, возможно. Я сейчас, если честно, не знаю, кем я буду вот, через определенное время, но я сейчас тренирую ребят. Я хочу, чтобы и мои ученики тоже показывали хорошие результаты. Но иногда хочется, вот как вы говорите, да, тоже комментировать вот эти все дела, да, именно вот по спортивные передачи вести. Мне интересно разговаривать с чемпионами, Мгм. вот задавать им такие интересующие меня, как я спортсмен и хорошо понимаю, как спортсмен. Мне и- тоже интересно с чемпионами да, разговаривать. вот и мне бы тоже хотелось вот именно вот с великими чемпионами поговорить, да. Возможно, может и это будет. Ну, посмотрим, время покажет. А так, вот определенно, вот я вот этим буду, у меня нет такой сейчас цели, да. Мгм. Посмотрим, время покажет. Ну, главное, вот сейчас есть одна цель, Да, а дальше пока уже есть. видно будет. Дальше, как Всевышний пожелает, да? Да. Хорошо. А вот я задавал Узбек Прыдыч вопрос такой же. Кроме там передач «Чемпион», там «Арен», допустим, еще там некоторых выпусков. Что вот вообще ты смотришь из нашего телеканала? Вот за эти 4 года все-таки ты был там чуть ли не с самого начала героем передач наших. И у Абелиди Субакунова, там Асылбек Бахтовеков, соответственно, там Зайрат Асимбай постоянно были. Так вот, конкретно именно вот что вот ты любишь? Ну, кроме боев, если взять. Вот ты зашел, включил КТРК Спорт, когда у тебя есть время свободное. Его, конечно, мало, я знаю, помимо тренировок. Но что ты Я вообще предпочитаешь? сам по себе мало телевизор смотрю. Ага. Да, вот если я включаю, то я включаю вот КТРК Спорт, либо НТ Спорт. Ну, как спортсмен, наверное, ты сразу вот именно вот эти два канала у меня есть. Включаешь, ну, футбол бывает, вы часто показываете. Я футбол особо не смотрю, но так, футбол показывать, ладно, перелистываю. Если нет ничего интересного, там, выключаю телевизор и там чем-нибудь другим занимаюсь. Ну, вот так постоянно, чтобы сидеть, у меня нет такого смотреть. Я Ну да. не часто смотрю. Я свои, даже вот то, что я передачи «Арена», допустим, вот «Чемпион», я смотрел в YouTube-канале. Не по телевизору, а именно вот записи, потом только. А так вот телевизор я мало смотрю. Поэтому я сейчас не могу сказать, вот по КТРК Спорт я вот это смотрел, да? То есть ты не тщеславный, это хорошо? То есть там про себя там побежал посмотреть, нет такого? То есть, ну, Не, когда не. момент будет, раз. Момент будет, да, глянул. если я свободен, ну, перед сном бывает, там, включаешь на 5-10 минут, потом выключаешь и спать. Ну, то есть ты Времени тоже, мало. оказывается, профильник, как Урзбек Прыдыч. То есть тоже он там любит бои смотреть, ты тоже любишь такие вот Да, вещи смотреть, бои, да? ага. Хорошо. Ну, а вообще, там, я сколько общался со спортсменами профессиональными, то есть у всех все равно какой-то есть момент, там кто-то любит поиграть в баскетбол, футбол, то есть вот какие-то такие вещи. Вот есть такие у тебя хобби какие-то? К игровым, ну, из игровых я играю в футбол, да, с ребятами бывает. Это футбол тоже как часть нашей тренировки, Как да. ОФП, да, получается? Да, да, футбол, он очень полезен и не только для... Вообще, как игра, она сама интересная, да, и с ребятами можно ради интересно чисто там повидать с ребятами, повидаться и заодно заняться именно вот таким вот полезным для здоровья делом. И в футбол играю, бывает, в бассейн хожу, плаваю. А так в основном только тренировки, да. Хорошо, а вот теперь вопрос такой к тебе, как вот эксперту таких вот боевых искусств, единоборств. Что бы ты посоветовал бы нашему каналу вообще, чтобы, может, ты хотел бы видеть часто на нашем канале, может быть, как раз таки уже после этих эфиров мы сядем, подумаем, решим, как это будет и финансово, и возможно ли вообще это все делать на телеканале. Что Ну, хотел бы хотелось добавить? бы вот, чтобы показывали, потому что у нас вот по приезду или же мы там, когда выступаем, спрашивают, а вас бой, можно твой бой? Я хочу бой твой посмотреть, да? И я думаю, что не только мой бой хотят посмотреть, а именно тех же борцов наших, тех же ребят, которые выезжают. Вот в этом году очень именно для кыргызстанского спорта он был очень успешный, потому что несколько чемпионов мира у нас приехали, да? И вот эти вот бои, вот эти схватки, мне кажется, всем бы было интересно посмотреть, увидеть. А кто, если не КТРК Спорт, да, то есть как Первый канал,
было бы классно, если бы вы сами показывали, и аудитория увеличилась бы, я так думаю. И мне бы самому было бы интересно вот тоже смотреть свои же бои, потом записи, да, по КТРК Спорт. Наверное, вот такие вот бои наших именно соревнования наших спортсменов показывались на нашем национальном КТРК Спорт. Ну, как может показывать КТРК Спорт, когда это возможно, бывает, пересекаются какие-то события. Тот же самый Pro Max мы показывали, как раз Да, твой да, лично вот я такие. комментировал. Ага. Ну, допустим, вот всем было интересно, наверное, наши бойцы дерутся, вот КТРК И в основном все Спорт победили. Да. Да. И не только наши, которые, ну, было бы классно, если бы вы даже выезжали, допустим, да, ну, конечно, это вопрос очень такой щепетильный, скажем, всего касается. А так было бы хорошо, если бы вот выезжали, там снимали, или же там договаривались, чтобы оттуда брали. Ну, не знаю, как это у вас делается, но было бы хорошо, если бы вот наши выезды, соревнования, которые мы там проводим, вот, об этом Чтобы узнавали. освещались. Да. Хорошо, прислушаемся обязательно, Азбек, Было бы хорошо. как к чемпиону Спасибо. мира не прислушаться. Хорошо, а наше время с тобой уже подходит к концу. Ты можешь, в принципе, уже, кстати, и Новый год скоро будет, и все-таки ты пришел на 4-летие нашего канала, с которым мы сотрудничаем постоянно. В принципе, тебе последнее слово, крайнее слово, как обычно говорят у вас. Да, спасибо за приглашение. Очень рад в этот день для вас такой важный быть с вами рядом. Мы всегда за спорт, мы всегда, вы, благодаря вам, о нас узнают, поэтому я вот 4 года, оказывается, незаметно так прошли. Я бы хотел, чтобы вы дальше развивались именно в своем направлении, именно в том направлении, в котором люди будут узнавать о наших спортсменах, о кыргызстанском спорте. И огромное вам спасибо за ту работу, которую вы проделали за 4 года. Процветания вам, успехов и всего наилучшего. Спасибо большое. Взаимные пожелания также звучат тебе. Спасибо. И вообще кикбоксингу и всему, что связано с тобой Спасибо. и вообще с вашей федерацией. Спасибо, приятно. Так, уважаемые друзья, чемпион мира очередной был в гостях у нас, Озбек Аманбеков. И, конечно же, после нашего сюжета уже увидим других гостей в этой студии. А Авазу пожелаем удачи и больших побед.